Профилактика, а также лечение и снижение активности разного рода заболеваний – основные задачи диспансеризации населения. При этом речь идет о недугах не только с хроническим, но и с острым течением. С утра в Новоафонской городской больнице выстроилась небольшая, но очередь. Местные жители пришли на диспансеризацию. Мне поджелудочное больное, вот почки болят, вот я хочу рентген сделать, почки хочу провериться, потому что часто я попадаю в больницу. Честно говоря, у меня ничего нигде не болит, но я хотел пройти все анализы, на всякий случай, на старости лет. Не всегда мы можем в Сухуми поехать или Гудауты. Очень хорошо, что вот это придумали, и люди приходят сюда. При прохождении диспансеризации пациент сначала регистрируется, ему выдают паспорт здоровья. Затем он сдает клинический и биохимический анализ крови, а потом посещает кабинеты разных специалистов – терапевта, кардиолога, гинеколога, хирурга, офтальмолога. Врачи с каждым пациентом ведут отдельную профилактическую беседу. По словам специалистов, с острыми заболеваниями пока к ним не обращались. 90% поступивших, они хроники уже. Молодой состав уже не приходит, все приходят старше 60 лет, которые обнаружены. В основном гипертоническое заболевание, которое первое место занимает, гипертоническое заболевание и ишемическая болезнь сердца в основном. Если в процессе первичного обследования будут выявлены какие-либо нарушения в состоянии здоровья пациента, то ему назначается второй дополнительный этап. Вторичное обследование включает сдачу необходимых анализов для подтверждения предварительного диагноза. И только после этого врач приступает непосредственно к лечению. Диспансеризацию проходят не только жители Нового Афона, но и сел Анхуа и Псырцха. Как отмечают медики, главная проблема диспансеризации – это привлечение пациентов. На первые 2 дня было так мало людей, где-то около 30-40, сейчас уже 120. 130. Да, я бы хотела обратиться к населению Гудаутского района, туда мы тоже входим, чтобы они серьезно к этому отнеслись. Мы выявляем хроническая заболеваемость и онконастороженность. Это на приеме у врачей тоже происходит, но самое главное, что у нас диагностика такая, что лучше к нам прийти. Диспансеризация в Новом Афоне будет проходить до 17 ноября с 9 до 14:00. Жители города и близлежащих сел могут получить бесплатную медицинскую консультацию. Аля Катрапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение.